со дня клятвы первого президента Чечни Джохара Дудаева на верность нашего государства Чеченской Республики Ичкерия. Все его помыслы, вся его могучая энергия были направлены на укрепление молодого государства. Всеми доступными средствами он стремился предотвратить надвигающуюся войну. Он не раз заявлял о готовности уйти с поста президента и даже принять смерть при одном единственном условии – признании России независимости Чечни. Однако военная машина России, запущенная мафиозными политиками и коррумпированными генералами, вторглась на территорию суверенной Ичкерии, сокрушая на своем пути все без разбора, людей от мала до велика, города и села. Столкнувшись с могучей волей чеченского народа, его лучших сынов и дочерей, мобилизованных первым президентом на защиту отчизны, на Нановчича, российская военщина потерпела позорный крах. Пал первый президент, пал как бесстрашный воин на поле брани, не изменив клятве, данной им на верность республике 5 лет назад. Он, как и обещал, отдал свою жизнь за независимость бесконечно любимой им Родины. Путь до полной независимости еще не близок, но верные соратники Джохара дружно и мудро ведут его дело дальше к желанной цели. Общенациональный митинг для увековечения памяти первого президента Чечни и тысяч воинов сопротивления, отдавших свои жизни за независимость Чеченской Республики, предлагает, включая то, что здесь сегодня произнес Гелагаев, добавляем. Первое. Собрать материалы и издать серию книг под общим названием «Книга памяти о жизни и борьбе президента, о всех героически павших за нашу свободу». В школах и вузах республики вести учебные программы, курсы новейшей истории борьбы нашего народа за независимость. Восстановить созданный по инициативе Джохара Дудаева мемориал жертвам геноцида 1944 года и создать новый жертвам российской агрессии 1994-1996 годов. Оказать реальную материальную помощь семьям погибших, воинам-инвалидам, создать реабилитационные центры для пострадавших воинов, подростков и детей, открыть при вузах подготовительные курсы для воинов студенческого возраста. Для закрепления миротворческого процесса и создания условий для долгосрочных добросовестных взаимоотношений с Российской Федерацией полностью и немедленно вывести со всей территории Чеченской Республики Ичкерии все российские войска до последнего солдата. Вернуть из фильтрационных лагерей и тюрем Российской Федерации всех чеченских бойцов сопротивления. Соответственно, передать российской стороне всех пленных русских солдат. Потребовать от российской стороны немедленно освободить республиканскую больницу, аэропорт и другие гражданские объекты, оккупированные российскими солдатами. Потребовать полную компенсацию за военный разбой, учиненный Россией в Чечне. В целях недопущения впредь агрессии со стороны России потребовать международного суда над инициаторами чеченской бойни как преступниками против человечества. Аллаху Акбар!